بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Во время наших поездок в те далекие страны мы привыкли видеть боль и нищету. Но, субханаллах, посреди этой боли Аллах вдруг показывает тебе удивительные нравственные качества. Когда мы прибыли в Сомали, мы много ездили по тамошним деревням и селениям. От одной сестры мы услышали, что есть один дом, обладающий удивительной историей. Мужчина и его жена. Оба они старые люди. Мать практически лишена возможности нормально двигаться и слепая, ничего не видит. Удивительно здесь то, что у нее умерло 11 детей из-за болезней и недоедания. Ля иляха илля-Аллах. У нее остался только один сын. Один сын. Вокруг дома, в котором они живут, даже нет забора. Вместо забора они ставят сухие ветки деревьев, чтобы животные не смогли зайти внутрь дома. Это семья из 3 человек. Раньше у них было 12 детей. Из них умерло 11. Остался всего один сын. Сейчас его здесь нет. Он вышел, чтобы достать еды, потому что утром они поели, и еда кончилась. Другой еды в доме не осталось. Представь себе, как душу этой слабой матери ранили 11 раз. Мать старая и слепая. Отец тоже старый и с плохим зрением. 11 детей умерли один за другим, начиная с 84-го и по 92-й год. Они умирали один за другим, сыновья и дочери. Как ее сердце могло терпеть эту боль в течение стольких лет? Положение на самом деле очень печальное и плачевное. Они проявляют терпение и ожидают награду за него у Аллаха. Чтобы утешиться, они говорят, что зато им легче делать поклонение, легче выстаивать ночи, делать намаз, ибаду и поминать Всевышнего Аллаха. Но знаешь ли ты, что Всевышний Аллах дал ей взамен? Наш Всевышний Господь наделил ее сыном, который заменил собой всех предыдущих детей. Больше всего в жизни я люблю видеть сына, который почтительно обращается с родителями. Это для мамы? Сын занимается приготовлением еды для своих родителей. Он не ездит развлекаться с друзьями, не женится и не тратит время на жену вместо родителей. Свое время он подарил им, и он этим доволен. Он готовит специальную еду для родителей, очень мягкую, потому что его родители не могут прожевывать пищу. Я спросил его: «А ты как, можешь это есть?» Он ответил: Он говорит, если ей нравится это есть, я буду есть вместе с ней. «Да, иногда он готовит еду, которую не хочет есть, но если его родителям она нравится, значит ему она тоже нравится. Потому что вкус благочестия лучше, чем вкус любой еды. Более того, он со своих рук кормит мать, сам моет ей руки, сам носит ее, покрывает одеялом, массажирует ноги. Как будто бы он — это несколько детей, которые заботятся о матери, а не один сын. Он проявляет большую изобретательность в своем почтительном отношении к матери до такой степени, что он работает не каждый день, а через день, чтобы лучше заботиться об отце и матери. У него есть друзья? Есть у него какие-нибудь приятели? У меня нет другого друга, кроме моего отца. У меня нет времени на кого-то другого. Все мое время для них. Он оставил друзей, чтобы постоянно быть с родителями. Когда он устает в этом своем деле, он ощущает счастье? Он говорит, что очень рад и счастлив, на 100% доволен. Также она любит слушать, как он читает Коран.
Когда наш брат Шариф, один из членов нашей группы, прощался с матерью в своей стране, она была больна. Глядя на все это, он не смог сдержаться. В общем, братья мои и сестры, мать нашего брата Шарифа умерла, и мы просим вас, пожалуйста, сделайте за нее дуа. Что касается этого юноши из Сомали, то он продолжает показывать лучшие проявления благочестивого отношения к своей матери, о которой заботится. Уважаемый брат, уважаемая сестра, человек не будет со своей матерью всю жизнь. Или она расстанется с ним, либо он расстанется с ней. Но не думаешь ли ты, что это словно клад, который растворяется день ото дня, пока однажды ты не проснешься и уже не найдешь его? Один из праведников заплакал на похоронах своей матери. Его спросили: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я плачу не из-за того, что моя мать умерла. Я плачу из-за того, что сегодня передо мной была закрыта одна из дверей рая». Давайте, братья и сестры, пойдем сейчас, и покажем лучшее, на что мы способны, нашим отцам и матерям. Пусть человек настроится на то, что не выйдет от своей матери или от отца, не увидев на их лицах прекраснейшие улыбки и не обрадовав их, чтобы сердце его заботилось о том, чтобы его отец или мать были довольны им. И это откроет для него врата рая, так как Всевышний Аллах будет доволен им. О Аллах, удлини их жизни на повиновении Тебе. О Аллах, помилуй умерших из их числа. О Аллах, сохрани тех из наших родителей, кто остался в живых. О Аллах, сделай нашу встречу в высшем Фирдаусе. О Аллах, собери нас вместе с любимыми нами людьми в райских садах, среди рек на седалище истины, возле всемогущего Властелина. Мы просим Тебя, о Аллах, Твоими прекраснейшими именами и возвышенными атрибутами утешить наши сердца при потере любимых нами людей. О Аллах, мы просим Тебя предписать им высшие степени рая. О Аллах, мы просим Тебя даровать нам благочестивое отношение к нам, наших сыновей и дочерей. Мы просим Тебя, о Аллах, посредством Твоих прекрасных имен и возвышенных атрибутов, сделать нас из числа тех, кто соберется в тени Твоего трона в тот день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. Аминь, о Аллах, и хвала Аллаху, Господу миров.